Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко обозначим главные темы выпуска. Работа и недоработки. Им не только машину, вообще лошадь давать нельзя. Почему дорожное движение в республике остается небезопасным, узнал Дмитрий Аренин. Все на спорт. Объявляю открытыми спортивные объекты. В Татарстане открылись сразу 5 новых спортивных объектов, где будут ковать чемпионов, увидел Рамиль Шайдуллин. На бесплатные лекарства татарстанцам выделят еще 81 миллион рублей. Это достаточно жесткий перечень. Это прежде всего противовирусные препараты. На какие медикаменты может рассчитывать каждый житель с ковид или его симптомами? Подробности у Натальи Мизиной. Полсотни здоровых берез вблизи памятника афганцам уничтожили всего за 2 дня. Обидно. Хотя бы с нами посоветовались. Кто обидел ветеранов боевых действий Кайбецкого района, выяснила Юлия Гоголева. Жесткой критике подверг сегодня Рустам Минниханов и министров, и глав районов, и директоров автошкол. Безопасность дорожного движения стала главной темой совместного заседания Кабмина и МВД. Липовые права и плохое качество обучения в автошколах, горящий трамвай и санитарная авиация, которую не используют в работе. Это лишь часть вопросов, на которые жестко отреагировал президент. Что будут делать, Дмитрий Аренин с подробностями. Им не только машину, вообще лошадь давать нельзя. Так серьезные претензии к работе автошкол. Президент поручил ГИБДД строго контролировать учебу водителей и пресекать незаконную выдачу прав. Учреждения, которые выдают водительские права, вот надо просто за рулем проехать, сразу видно, какие там чайники у нас за рулем. Они же добро не делают. Они, во-первых, делают вред этому человеку, он или преступником будет, или умрет. Как доложил глава МВД республики, аварийность в Татарстане снижается. В этом году произошло более 3000 ДТП, в которых погибли 298 человек. Однако в 13 районах печальные показатели больше, чем прогнозировали. Главу Држиновского района даже вызвали на заседание в Казань. В Држиновском районе один из членов комиссии по обеспечению безопасности движения района лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом состоянии. Неудивительно, что в районе отмечается рост аварийности по этой причине. Один член комиссии, о котором говорил Артем Валерьевич, исключен из состава комиссии 17 ноября в связи с лишением права управления транспортными средствами. Брат, сын, пора тебе уже с красной зоны выходить, брат. Это не очень красиво. Претензии есть к казанскому метро и электротрансу. В столице все чаще на линии ломаются трамваи, а горящие не покидают хроники ЧП в федеральных СМИ. МУПу поручено срочно решить проблему, найти профессиональный технадзор. Аслан Гарянович, были несколько происшествий, то есть и с горением, и с тормозной системой. Заключу договор с какой-нибудь организацией, которая имеет регистрацию. Какой-нибудь надо. Какой Нормальная надо? организация. Не какой-нибудь, а какой надо организации заключить договор. Пусть специалисты ГИБДД дадут, какая организация подходит. Ленар, посмотрите, а то... В свою очередь Минздрава указали на низкую эффективность санавиации при спасении пострадавших в ДТП. Не используются возможности 6 специально построенных для этих целей вертолетных площадок. Из бюджета республики потрачено почти 70 миллионов рублей на их обустройство. КПД фактически равен нулю. За последние 3 года вертолеты для эвакуации пострадавших непосредственно с места ДТП не использовались, хотя необходимость в этом, безусловно, имелась. Я сам в аварии серьезной был, я понимаю, что очень важно получить своевременную медицинскую квалифицированную помощь. В числе инициатив регламентировать прокат скутеров и самокатов. Количество ДТП с их участием растет. Необходимо только произвести онлайн оплату. При этом воспользоваться арендованным самокатом фактически может любое лицо. Предлагаю рассмотреть возможность предоставления услуги по прокату
электросамокатов и подобных устройств через портал государственных услуг Республики Татарстан. Задание Минтрансу – своевременно устанавливать столбы освещения на трассах, дополнительные светофоры и дорожное ограждение. В этом году Татарстан выполнил показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы выполнить план в 2021, нужно решить много задач. Тогда ситуация с аварийностью будет под контролем. Дмитрий Аригин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане день больших спортивных открытий. Одновременно в 5 районах заработали сразу 5 крупных спортобъектов. Такого не было со времен универсиады. Старт от Рустама Минниханова, напутствие от легендарного хоккеиста Владислава Третьяка. Почему в районах на контроле у президента оказалась не только спортивная инфраструктура, но и школьное питание и лекарственное обеспечение? Рамиль Шайдуллин. Никогда раньше этого льда не касалось лезвия конька. В Лаишеве открывается свежая ледовая арена. После универсиады сколько много спортивных объектов не сдавали. Сегодня мы сдаем 48-й и 49-й ледовую арену. И все это делается во благо того, чтобы наша республика была привлекательной не только для молодежи, для проживания. За день в республике по видеосвязи открывают сразу 5 новых спортивных объектов. 5 объектов, 6 точек включения. 6-й на связи – легенда хоккея Владислав Третьяк. 49-й хоккейный стадион. Только Москва имеет 50. Я очень люблю Москву, я родился в Москве. Но если бы меня спросили, где я стал жить, я, наверное, могу жить в Татарстане. В это время к открытию готовится ледовая арена в Рыбной Слободе. Снаружи это брат-близнец арены в Лаишево. Внутри же полноценный спорткомплекс с катком и тренажерными залами. Давно нереализуемая мечта построить дворец спорта с искусственным льдом. И он, наконец, материализовался, реализовался. А в Мамадыше в это время ждут открытия универсального спорткомплекса. Сегодня район очень динамично развивается. Сегодняшнее открытие универсального спортивного комплекса тоже к этому подтверждение. Мы тут будем культивировать егеревой спорт, пауэрлифтинг, армспорт, все виды силовых спорта. Объявляю открытыми спортивные объекты. Так, одной командой запущены сразу все комплексы. В Мамадыше, Сармановском и Зеленодольском районах, а еще крытые катки в Рыбной Слободе и Лаишево. Сегодня в это сложно поверить, но весь этот комплекс возник буквально за полгода. Еще весной здесь было голое поле, а уже осенью появилась современная и оснащенная ледовая арена. Со школьных годов мы дворец ждали, мы его получили. Во-первых, это наше уже. Во-вторых, все чисто, все красиво. Правда, что тут говорить, когда столько людей на площадке. Площадка будет востребована не только под хоккей, но и под фигурное катание. Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова. Новая арена открыта для всех детей Лаишева. К ним Рустам Минниханов приехал в школу и лично проверил качество питания. Вопрос под его контролем. Еще одна зона ответственности – ЦРБ, где работает ковид-госпиталь. Президент пообщался с врачами и спросил, получают ли они федеральные выплаты. Выплаты все Ну, понятно. Но времена непростые, берегите себя. Здесь же в Лаишево Рустам Минниханов побывал в аптечном пункте Таттехмедфарм. Уже все пакеты приготовлены, упакованные, да, они приходят, забирают. Отсюда волонтеры доставляют лекарства больным с коронавирусом. И им будет куда идти набираться сил после выздоровления. Новая ледовая арена в день готова принимать до 300 посетителей. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Лаишево, Рыбнослободский и Мамадышский районы. К другим новостям. В Татарстане сегодня подтвержден еще один случай смерти от коронавируса. Это мужчина 58 лет. Таким образом, в республике от ковида скончались 167 татарстанцев. Всего за минувшие сутки в регионе зафиксирован 91 новый случай ковид. В России за минувшие сутки выявили 26 509 новых заболевших. Большинство случаев по-прежнему в Москве – 5028 человек. В Санкт-Петербурге число заболевших идет на спад – 3758. В Московской области 1477. У наших соседей наблюдается рост инфицированных. Так, в Чувашии заразились 133 человека. В Удмуртии 208, в Башкортостане 157.
В Татарстане бесплатными лекарствами обеспечили 11 тысяч амбулаторных больных. Резерва хватит еще на 7 тысяч пациентов. Плюс к этому Татарстан дополнительно получит больше 81 миллиона рублей на лекарственное обеспечение. Наталья Мезина, Айпид Картине за 2 недели до Нового года. К сожалению, мы говорили об ажиотажном спросе в аптеках, о том, что пациенты пользуются схемой, которую врач прописал для соседа, для родственника. Ажиотаж в аптеках на ковидные препараты не спал. Медики снова предостерегают. Универсального рецепта для лечения ковид или его симптомов нет. А значит, заниматься самолечением на дому категорически запрещено. Список медикаментов для лечения амбулаторных пациентов составлен Минздравом России. Это достаточно жесткий перечень. Это прежде всего противовирусные препараты, их всего 2, это фавипиравир и умифенавир. Это препараты гормональные. Сейчас мы ждем 10-ю версию, к разработке которой подключены все ведущие ученые Российской Федерации. Федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусом. Строго контролировать выдачу бесплатных медикаментов потребовал премьер Михаил Мишустин. Накануне во время заседания он продлил программу получения бюджетных лекарств. На эти цели из федеральной казны Татарстан получит 81 миллион рублей. Минздрав Татарстана сегодня сообщил, первый транш не израсходован. Средств хватит еще на 7 тысяч пациентов. Накануне в Татарстан доставили еще 1900 доз вакцин «Спутник Ви». Вакцина поступила 5-дозная. Необходимо 2 часа эту вакцину размораживать. Есть особый порядок и условия для того, чтобы этих пациентов пригласить. А это целый ряд условий. Экспресс-тест на антитела перед вакцинированием, отсутствие контактов с больными ковид и приезжими из-за рубежа. Чтобы управлять инфекцией, нужно не менее чем 70% населения охватить прививками. Противопоказаниями пока будет для обеих этих вакцин все-таки детский возраст, онкологические злокачественные заболевания, беременность. Сейчас массовый прививочный старт от ковид зависит от поставок вакцины. К началу 2021 года специалисты ожидают поставок и вакцины Эпивак Корона. Сделать прививку от коронавируса COVID-19 всем представителям группы риска планируют до марта 2021 года. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Не уходит со сводок и ЧП с угарным газом. За 2 суток в Казани уже отравились 3 семьи. Последний случай в доме на улице Бондаренко. Минувшей ночью из 5-этажки госпитализировали 31-летнюю женщину и ее 6-летнего сына. У обоих отравление угарным газом средней тяжести. Сейчас спасатели выясняют причину случившегося. Напомним, вчера в городе отравились 4 человека. МЧС настоятельно рекомендует жителям обеспечивать приток свежего воздуха к отопительным приборам и проверять состояние домовых каналов. Воины-афганцы вступились за зеленые насаждения. В нашу редакцию обратились жители Кайбец с просьбой помочь. Они сообщили, 50 берез, которые росли вблизи памятника воинам-интернационалистам, вырубили за 2 дня. Кто так решил, людям не объясняли. Юлия Гоголева в поисках ответа отправилась в Кайбецкий район. Мы приезжали сюда, смотрели, это самое. Все красиво было у нас. А тут сейчас как голое поле. Они сильные духом, воевали в Афганистане, но от происходящего в Кайбецах, кажется, готовы расплакаться. Что возмущает? Столько лет эти деревья еще при колхозе, правда, были посажены. Вроде никому не мешали. Вот на этом месте, в тени берез, у памятника воинам-интернационалистам, ветераны обычно собирались, чтобы вспомнить боевых товарищей и дедов-фронтовиков. Как говорят афганцы, именно они 60 лет назад к годовщине Победы и высадили саженцы. Они были именные. По словам воинов-афганцев, 50 здоровых берез спилили всего за 2 дня. Также оперативно отсюда вывозили древесину, а срубленные ветки, как мы видим, сжигали прямо на этом месте. За информацией, кому помешали березы из их сквера, ветераны обращались в администрацию района, в полицию, в прокуратуру, но нигде внятного ответа не получили. Военком не знает Ильшат Исакович. Руководитель исполкома Алексей Николаевич совсем не в курсе, говорит. Виновных не знаем же, найти надо виновных сейчас. Ситуация изменилась только с приездом нашей съемочной группы. При виде журналистов ветеранов лично принял глава администрации и ответил на их вопросы. Эти деревья уже устарели, они просто гнилые, их немедленно нужно было срубить. По словам главы района, все срубленные деревья были аварийными, и там массово гнездились грачи и пачкали монумент. Во-первых, и грачам, там же памятник, мы посадим новые деревья.
Сегодня встреча прошла, при этом каждый остался при своем мнении. Афганцы считают, что с ними не посоветовались. В ответ глава района пообещал на месте спиленных деревьев посадить новые, более низкорослые, чтобы грачам было неповадно здесь селиться. На этом участке за забором монумента собираются построить вторую часть Парка Победы. Вторая очередь Парка Победы просто пока на обсуждении. Потом мы до вас доведем, что там будет построено. На днях на заявление в МВД и в прокуратуру пришел ответ. В этом деле усмотрели нарушение закона. Материалы направили в Следственный комитет. Значит, точка в этой истории еще не поставлена. Юлия Гоглева, Адель Миндубаев, ТНВ, Кайбицкий район. Из-за фейкового видеоролика в социальных сетях налоговую службу Татарстана завалили обращениями. По ложной инструкции в интернете людям предлагают через госуслуги сделать выписку о состоянии счета и заполнить декларацию 3 НДФЛ для возврата социального вычета. Как сообщили в фискальной службе, эта информация противоречит закону. Такой возврат полагается только гражданам, решившим самостоятельно увеличить размер своей страховой пенсии. ФНС просит не верить и не распространять ложную инструкцию. Вся официальная информация есть на сайте службы. Тем, кто уже предоставил декларацию, нужно отправить уточненную информацию с обнулением необоснованного вычета. При неправомерном заявлении вычета налоговый орган откажет его представление, сформировав по результатам камеральной проверки налоговой декларации соответствующее решение. Также в соответствии с пунктом 1 статьи 129.1 Налогового кодекса Российской Федерации может быть начислен штраф в размере 5000 рублей. Сохранили зарплаты и темпы развития. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин посетил заводы ТАИФНК и встретился с трудовым коллективом предприятия. Заходит на установку. За год здесь перерабатывают до 7 миллионов тонн черного золота. Это позволяет и мощности, и технологии завода ТАИФНК. А главное, на предприятии кадры. На встрече с ними мэр Нижнекамска и глава компании благодарят их за работу в сложном 2020-м. Больше 20 лет ТАИФНК – опора всего района. Сегодня это нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов, комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Эффективные и экологичные. Цель приезда – актуализация тех представлений и пониманий, которые были. Мы гордимся тем, что у нас такие производства. Это является той базовой составляющей, которая влияет на социальное благополучие наших людей. Мы завершаем год, есть падение экономики для нас, как на территории Нижнекамского муниципального района, наличие таких гигантов промышленных производств разной направленности, это не только повышенная безопасность, это развитие. И даже в этих сложных условиях продолжаем реализацию масштабных и республиканских муниципальных проектов, которые, еще раз, связаны с улучшением качества жизни. Как и все предприятия республики, акционерное общество ТАИФНК столкнулось с пандемией, но она не сказалась на достатке всех 3945 работников предприятия. Мы все-таки сохранили, как и фонд заработной платы для всех работников ТАИФНК. Самое главное, значит, у них есть семьи, обеспечить им стабильную работу, безопасную работу. Выдержали тот пик заболеваемости, первую волну, вторую волну. В принципе, сейчас ситуация стабильная. Мы думаем, с достоинством выполнили все рекомендации. Это уже завод бензинов. Работа здесь не останавливалась даже в месяц изоляции в пандемию. Коллектив поздравляет с успешным завершением года и с наступающими праздниками. ТАИФНК продолжит заботу о своих людях. Одна из мер поддержки – расширенный пакет социальных гарантий. Не только выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, но и дополнительные от компании. Сборная Татнефти превзошла в КВН успех 4 татар под шквал критики в соцсетях. О золоте на двоих читайте в интернет-газете «Реальное время». С митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом встретился сегодня Рустам Минниханов. Президент поздравил владыку с назначением и выразил уверенность, его пребывание будет способствовать дальнейшему укреплению межконфессионального мира и согласия. Напомним, Кирилл был назначен главой Татарстанской митрополии 8 декабря. До этого он являлся главой Екатеринбургской митрополии. Сегодня Рустам Минниханов вручил казанскому ученому Александру Коновалову премию имени Марковникова. Президент навестил академика у него дома и лично поздравил с наградой. Рустам Минниханов отметил его большой вклад в развитие Казанской химической школы и российской науки в целом. Ученый стал первым лауреатом международной премии имени Марковникова. Напомним, награда учреждена указом президента Татарстана только в этом году. И сегодня
чтобы... Машиностроители, врачи, учителя и механизаторы – все, кто посвятил любимому делу свою жизнь. Сегодня они удостоились медалей, орденов и почетных званий. В Казанском Кремле наградили тех, кто внес большой вклад в развитие нашей республики. Кто они, герои нашего времени? Репортаж Али Харудиновой. Они сегодня сняли свои белые халаты, на время ушли с уроков, с утра не завели сельхозтехнику. И повод есть. Джаухария Амиргасимова из зала выходит заслуженным врачом Татарстана. Ее трудовой стаж 36 лет. Доцент кафедры хирургических болезней уверена, за наградой огромный труд коллег. Это не лично моя заслуга. В первую очередь я хочу поблагодарить Альма-Матер, Казанский государственный медицинский университет, в стенах которого сначала я там учился, теперь работаю больше 30 лет. В зале 40 человек. Это наладчики и механизаторы, врачи и учителя, артисты и машиностроители. Сегодня оценили труд каждого. Залогом успешного развития Республики Татарстан является ежедневный труд ее жителей. И сегодня именно вы здесь не случайно. Ваш талант, трудолюбие, стойкость делают нашу страну сильной и процветающей. Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Заслуженным машиностроителем России стал Николай Сабельников, наладчик контрольно-измерительных приборов за станком с 19 лет. Сумеет найти дефект в металле, не испортив деталь. За его плечами 45 лет стажа. Самое главное, надо, любить свою работу и сделать так, чтобы работа была, моим хобби. Здоровье позволит, буду трудиться дальше. Заслуженным работником сельского хозяйства стал инженер-механизатор Мамадышского района Халим Накипов. 45 лет стажа от тракториста до главного инженера. Говорит, эта встреча навсегда останется в сердце. Все Татарстан увидели, татарстанские люди увидели. И огромный вот этот красивый зал у нас в памяти останется. Аплодисменты, казалось, звучат не смолкая. 3 федеральные и 37 республиканских наград вручили сегодня. 40 трудовых историй, за которыми огромная команда. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Очередная сессия Госсовета Республики пройдет 23 декабря. Такое решение сегодня приняли на заседании Президиума парламента. Его провел вице-спикер Юрий Камалтынов. В план сессионной работы депутатов внесено 23 вопроса. Собираются уточнить республиканские законы о налогах, местном самоуправлении, капитальном ремонте и развитии предпринимательства. На 18-м заседании Государственного совета планируется к принятию в целом проект примерного плана законопроектной работы в Государственном совете Республики Татарстан на 2021 год. Комиссия при президенте по вопросам сохранения татарского языка продолжает выпуск тематических плакатов. Сейчас Таткнигаиздат готовит красочные постеры для школ. В одном комплекте 10 портретов. Это ученые, просветители, филологи и историки. Шагабудин Марджани, Наки Санбет, Гильм Камай и другие. На каждом плакате их яркие высказывания. Все адресовано подрастающему поколению. На каждой афише есть QR-код, через который можно попасть на страницы Википедии. Такие афиши в следующем году получат все школы Татарстана. Напомним, что ранее плакаты с изображением классиков татарской литературы и отрывками их произведений подготовили для детских садов. Самая сложность была именно с портретами, потому что у многих деятелей, собственно, и нет ни портретов, ни изображений нет нормальных. Поэтому удалось, средством, компьютерной графики все это стилизовать. С учетом того, что список этот огромен, список личностей, и список трудов, мы надеемся, что проект не остановится, и также мы дальше будем пополнять наши школы такого рода информацией. День добрых дел для детей с особенностями развития. На Казань-Оргсинтез провели экскурсию для учеников Казанской школы-интерната. Ребятам показали самое сердце предприятия. Здесь в самое сердце одного из крупнейших предприятий Татарстана школьники заглядывают нечасто, а ребята из особой школы-интерната здесь вообще в первый раз. Много цехов, пленка понравилась. Вообще в шоке от этого. Даже сама хочу сюда работать. Посещение вот такого огромнейшего предприятия дает им в голове какой-то такой определенный старт, интерес.
Ребята побывали в операторской, откуда управляют промышленным химическим гигантом. Увидели печи пиролиза, цех по производству трехслойной пленки и не только. Мы одни из крупнейших производителей полиэтилена, единственные производители в России поликарбоната. Это экскурсия для школьников, совместный проект фонда «День добрых дел» и «Казань Оргсинтеза». Цель проекта, чтобы показать детям, старшеклассникам, как выглядят разные профессии изнутри. У «Казань Оргсинтеза» есть и свои социальные проекты. Помогают реабилитационному центру «Апрель», детям с лейкемией, нескольким школам и центрам доп. Образования. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На этом у нас все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде поговорим после полезной информации. Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря при заказе шкафа-купе комод в подарок. Данил Мастер. Телефон в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево. Днем минус 7-8 градусов. К вечеру снег усилится. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге будет идти снег. Вечером местами сильный. Довольно тепло для этих дней декабря. Минус 5-6 градусов. Облачно и снежно в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Здесь также температурный фон повысится до слабо морозных значений. Погодные условия в Арске, Кукмаре и Балтаси не отличаются от большинства районов республики. Ожидается снег, вечером он усилится. Днем всего минус 4. В Болгаре, Дрожжином и Буинске также ожидаются осадки. Местами сильные. А мороза сильного ждать не стоит. Минус 3-4 градуса днем. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше будет облачно. Пройдет снег разной интенсивности и ожидается небольшой мороз. Минус 5-7 градусов. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего один укол вместо операции и протеза. «Доктор Ост». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. Новый дилерский центр УАЗ и Форд на Сибирском тракте 59. Спецпредложение для вас. Луидор, Казань. Спонсор прогноза погоды – компания «Луидор». Компания «Луидор» – новый официальный дилер УАЗ и Форд в Республике Татарстан. Вас ждут в автосалоне «Луидор». В Казани на Сибирском тракте 59. В Казани будет облачно, пройдет снег. Вечером местами сильный. Ночью до минус 5, днем около 4 мороза. Ветер южный, умеренный, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 91%, магнитное поле Земли спокойное. БТИ Республики Татарстан. Оформим дом под ключ. Все виды кадастровых работ. 8 800 333 14 76. Да где они? Эти границы! Если делать по уму, в БТИ пора ему! Определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму.